Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон о поправках в Конституцию республики. С приведением Конституции Татарстана в соответствие федеральным нормам, наименование должности руководителя Татарстана будет не президент, а глава-раис республики. Идет сегодня специальная военная операция. Вы видите, как мировое сообщество хочет расколоть Россию. Мы обсуждаем свой вопрос, как назвать и как нам это, да? А люди это будут воспринимать, вот, Татарстан восстал, значит, у Путина не все нормально, Россия, она на кусочки разобьется. Вот этого тоже допустить нельзя. Вот она отвечает, понимаете, глава-раис Республики Татарстан. Это подходящее, во всяком случае, для той ситуации, где мы живем и будем жить. Известный историк Дамир Исхаков прокомментировал данную новость. По его мнению, для обозначения руководителя республики термин «раис» не подходит. Я думаю, что это совершенно неудачный термин, потому что он сопряжен с понятием «председатель колхоза», сказал он. Всетатарский общественный центр обратился в Верховную Раду Украины с просьбой признать независимость Татарстана. Я Фарид Закиев, председатель Всетатарского общественного центра. На днях президиум нашей организации принял обращение к депутатам Верховной Рады Украины. В скором времени парламент Украины будет обсуждать постановление о признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан. К ним обратились татарские активисты, заместитель председателя правительства Татарстана в изгнании Раиф Кашапов, я, Фарид Закиев, председатель Всетатарского общественного центра, и еще более 100 татарских активистов со всего мира. Председатель Центрального духовного управления мусульман и по совместительству Верховный муфтий России Талгат Таджудин сделал признание, что не является татарином. По его словам, он болгарин, а татарскую национальность им вписали в документы в советское время. Мы сегодня себя татарами, башкирами называем, но на самом деле мы булгары. И так получилось, что нас обозвали татарами. Что основы нашей отчизны, ее наши православные братья называют Святой Русью, мы тоже полностью к этому присоединяемся. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров второй год подряд становится богатейшим человеком в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно рейтингу Forbes, он занимает 123 место в общем списке богатейших людей планеты с состоянием в 15 миллиардов долларов. Действующий участник спортивной организации UFC, татарский боец по прозвищу «Гладиатор» Ринат Фахретдинов, прокомментировал свою встречу с Рустамом Миннихановым. Помню твою встречу с президентом Татарстана. Какой она запомнилась? Хорошая обыйка у нас, хорошая обыйка, но дальше грамот у нас, к сожалению, среди татар больше ничего не идет. Нам дарят только грамоты, благодарности. У меня целый дом этими благодарностями, но я же семью так не кормлю благодарностями. Если бы он сказал, помогите пацану, там и все крупные корпорации, компании, они помогли бы, там не такие деньги огромные, которым все кажутся, но команды от него нет, поэтому, к сожалению, татарский народ, за исключением там Марата Капкаева, никто не помогает, то есть Татарский спортивный союз, клуб, и все, а среди татар вообще, то есть вот этот спонсор, он далеко не татарин, и не моей нации, не моей веры человек, но он мне помогает, а наши спят. В Казани прошел форум «Деловые партнеры Республики Татарстан», которые посетили около 300 крупных татарских предпринимателей из регионов России и 13 зарубежных стран. В числе участников была также делегация татар из Афганистана. Афганские татары, численность которых по разным оценкам около 3 миллионов, последние годы пытаются наладить культурные, экономические и политические связи с Татарстаном. Напомним, что с 13 марта 2021 года по решению властей страны татары Афганистана имеют возможность указывать свою татарскую национальность в документах. Ранее такая возможность отсутствовала, и татары Афганистана в официальных документах были причислены к другим народам. Японская татарка Мидзуки Сакурама написала первый в мире учебник татарского языка для японоговорящих.
Книга содержит 20 уроков и более 1000 ключевых слов. Мидзуки Сакурама рассказала, что написать учебник она решила в 2017 году, когда поняла, что невозможно найти пособие для изучения родного татарского на японском языке. В Румынии отметили День татар. Мероприятие было организовано Демократическим союзом татар Румынии и прошло в городе Констанца. По случаю праздника президент Румынии сделал специальное заявление. В торжестве приняли участие советник президента, муфтии и множество депутатов. В этот день состоялся симпозиум из истории татар, ярмарка книг на татарском языке и другие мероприятия. Командир крымско-татарского добровольческого батальона «Крым» Иса Акаев ранее делал заявление, которое мы предлагаем вам сейчас послушать. 18 мая 1944 года тоталитарный кровавый режим приступил к геноциду нашего народа, депортировав всех крымских татар с исторической родины Крыма. При этом они завезли на полуостров русских, которые сегодня кричат, что они и есть исконные крымчане. Сегодня для нас выпала историческая возможность деоккупировать Крым, именно нашу крымско-татарскую родину, которая, как показали события 2014 года, все это время находилась скрытой, а затем и в открытой оккупации. Мы понимаем, что не будет легкой прогулки. Понимаем, что будут потери. Но это наша земля. А сражаться за свою землю – это наша обязанность. На самом деле, вот по большому счету, брат, мы же все отлично понимаем, что Россия, оккупировав наши народы, из нас сделала пастухов, колхозников, там разного рода, обслуживающий персонал, ну как чурками. Мы всегда были воинами. Вот мы должны к этому вернуться. Каждый мальчик должен понимать и расти как воин, в первую очередь. А потом он должен быть инженером, айтишником, кем угодно. Но сначала он должен вырасти как воин. Каждый мужчина должен понимать, что он должен защищать, что у него есть то, что должен защищать. Он должен уметь это делать. Вот. Мы не должны бояться оружия, мы не должны... Мы все отлично понимали, что наши народы всегда понимали, всегда знали, то, что наличие оружия у мужчины – это его статус, то есть, что он свободный человек. Без оружия ходили только рабы. Из нас сделали рабов. Известная деятельница татарского националистического движения и политической оппозиции Татарстана Фаузия Байрамова ранее делала заявление, которое актуально и сегодня. Как нас все это время крутили в мельнице, выпивали нашу кровь, высасывая из нас жилы. Вот эта машина репрессий, мельница смерти добралась и до Крыма, со всеми своими ФСБ, прокуратурой, со всеми своими аппаратами. То есть кого-то убить, кого-то украсть, кого-то посадить в тюрьмы и какую-то часть полностью принудить к отъезду. Вот в Турции, говорят, 5 миллионов крымских татар есть. Вот и Россия такую цель поставила. Либо переубивать, либо в тюрьме посадить. А тех, кого не смогли убить и посадить, хотят изгнать. Цель России, во-первых, напугать, подчинить, поставить их на колени, склонить крымских татар. Вот так вот, испугав, думают подчинить. Нет. Крымские татары, видевшие сталинские времена, они никогда не подчинятся. Делаю дуа, и все, что в моих руках, я сделаю. Для меня Крым – это родина крымских татар. Это их государство будет. Я боюсь только Аллаха. Я абсолютно уверена, что мои слова правильны. Я рассказала правду, истину. Хадис есть. Слова против несправедливого правителя – это как джихад. То есть я вовремя сказала против притесняющего правителя. Нет смысла говорить, когда он уже умер, как, например, говорить что-либо Сталину. Это вовремя надо говорить, и это мой джихад. Борьба за правду. Это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте в курсе главных новостей татарского мира. Если хотите увидеть какую-то новость в следующем выпуске, то обязательно напишите нам в редакцию.